And there's the step out, the tech, and the gold. Inar Katia, the Russian Federation world champion at 63. Абхазия вновь заявила о себе как о кузнице борцовских кадров. Воспитанник спортивного клуба «Абаза» Инар Кетия завоевал звание чемпиона мира по вольной борьбе среди юниоров. Престижный турнир проходил с 6 по 10 сентября в Греции. В первый день Кетия провел 4 поединка. У грека Христофора Лаизидиса Кетия выиграл 14-4. У белоруса Даниила Амельничука тоже выиграл 8-0. Абхазский борец выиграл и у монгола Бамбадорджа Энбаяра 11-2. Победил также дагестанского легионера сборной Азербайджана Хаджимурада Гаджиева 4-0. Финальная схватка с японским спортсменом, у которого на турнире уже было 2 сухих победы, обещала быть крайне непростой. Но Инар Кетия к этому поединку набрал такой заряд мотивации, энергии и силы, под воздействием которого аккуратный и цепкий Киншита Ита дрогнул. Первая половина встречи завершилась со счетом 5-0 в пользу Инара Кетия. Далее, во второй части поединка, всего минута понадобилась Инару, чтобы набрать еще 5 баллов. Таким образом, со счетом 10-0 досрочно за минуту до завершения схватки Инар Кетия стал чемпионом мира в весовой категории 63 килограмма. Инар показал на турнире находчивость и креативность, помноженную на высокое мастерство и невероятную волю к победе. Абхазский спортсмен получил много лестных отзывов и возгласов изумления комментаторов турнира. И это неудивительно. Инару противостояли сильнейшие борцы мира, но, судя по картинке, можно было подумать иначе. Ведь абхазский борец, образно говоря, рвал соперников на части. По возвращению в Абхазию Инара Кетия встречали как национального героя. Полгода назад Инар Кетия начал тренироваться в российском спортивном объединении ЦСКА. Но буквально вырос он в абхазском спортивном клубе вольной борьбы «Абаза». Клуб создан в 2009 году бизнесменом, доктором технических наук, мастером спорта по вольной борьбе Мусой Экзековым. Более 30 тренеров в каждом населенном пункте Абхазии воспитывают 800 детей. Выходцы из абхазского спортивного клуба «Абаза» проживают в Санкт-Петербурге, Москве, Владикавказе, Баку. Они являются первыми номерами сборных. Учитывая природный талант Инара Кетия и его волю, а также системную работу команды Мусы Экзекова по созданию условий для занятий борьбой, успех был предопределен. Муса Хабалевич, для вас это не стало неожиданностью, по-моему, успех нашего молодого борца в Греции? Скажу откровенно, не стало неожиданностью, потому что я скажу в общем, что система работы тренеров, старшего тренера, исполнительного директора настолько была последовательна, и почва была очень хорошая, подготовленная. Только оставалось время хорошего, правильного выстрела. И то, что Инар так ярко выступил, Европу выиграл, мир выиграл, очень короткий срок, промежуток. И я считаю, что, во-первых, мы, безусловно, ожидали от него этого результата, потому что я видел старания и характер Инара. И надо было только подождать, чтобы он поднялся на эту высокую ступень. И вот это заслуженная победа, потому что Инар действительно прошел очень серьезную работу, несмотря на то, что он только начинает. Муса Экзеков убежден, что Инар Кетия должен собрать волю в кулак и продолжить усиленные тренировки, так как остаться лучшим гораздо труднее, чем стать им. Это только начало. И это великая, большая ответственность. На самом деле, тот успех, который он достиг сегодня, чему мы сегодня радуемся, это, я хочу обратиться к тебе и сказать, что это очень большая ответственность перед народом абхазским, народом Абаза, потому что мы от тебя будем ожидать еще больших результатов, еще более ярких результатов. И, конечно же, во взрослом спорте. И мы, безусловно, будем настроены и всячески настраивать тебя на то, чтобы ты встал на самую верхнюю ступень пьедестала олимпийского уровня. Да, мы все олимпийского чемпиона не имеем. Чемпиона Европы, мира и да, Олимпиады. Этого желаем тебе. Спасибо. Еще раз от всей души поздравляю. Спасибо вам большое. И спасибо вам за такую поддержку абхазским борцам. Все ощущаем, честно говоря, и благодаря вам во многом становятся чемпионами Европы и мира наши молодые ребята. Я хочу еще обратиться к нашим братьям абхазским и сказать следующее, что в ближайшее время мы будем обращаться и задавать вопрос на тему создания школы высшего спортивного мастерства в Абхазии,
чтобы мы могли создать все условия для того, чтобы спортсмены высших квалификаций, не только абхазские спортсмены, но и российские, и наши братья из СНГ, с Северного Кавказа в первую очередь, Сибири, Дальнего Востока, отовсюду, чтобы приезжали на очень хорошие климатические условия, чтобы они тренировались здесь, чтобы наши мальчики не обязательно в Москве были. Вот им нужно очень сильный характер держать, чтобы там в Москве не испортиться, там в Петербурге не испортиться. Это другая жизнь. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы мальчики на месте здесь вот были готовы и уже выезжали побеждать всех и рвать всех по-взрослому. Вот. Поэтому дай Бог, чтобы мы собрались вместе и создали такие условия, такие возможности. Спасибо вам, Сахабович, большое, удачи, успехов вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Мы уверены в том, что Инар преодолеет этот рубеж. Хотя и понимаем, что очень непросто улучшать навыки, когда выигрываешь соперником с сухим счетом и досрочно. Но он сможет. Для того, чтобы убедиться в этом, мы предлагаем вам посмотреть запись финального поединка международного турнира по борьбе имени Игзекова, который состоялся в 2015 году в Гудауте. Тогда Инар по ходу схватки проигрывал 4-0. Чем все закончилось? Смотрите сами. Фрагмент записи боя, а также наше короткое интервью с Инаром.
я в Гудаутах тренируюсь уже лет 5-6. Ну, тренер у меня Бенни Астай и Дату Лазба. Ну, как вам сказать, тренируюсь и стараюсь. Тренера тоже хорошие. Но уже вот в финале сегодня очень трудно было. Ну, 4-0. Ну, я догнал его как смог и так выиграл. Но ты о чем думал? Ты думал, что уже проигрываешь? Что досрочно можешь проиграть? Ну, я на характер пошел дальше, и вот насчет характера я выиграл. Все команды были сильные, конечно. Из Дагестана, Чечня, Северная Осетия. Все команды были сильные. Неплохой турнир был. Победить было не... Очень трудно, да, очень трудно. Поздравляю тебя, успехов тебе в будущем. Спасибо. Спасибо. Инар всегда был скромен и сосредоточен. Очень важно сейчас пройти проверку медными трубами, славой и признанием и продолжить путь к главному успеху, который еще впереди. А сейчас можно с уверенностью сказать, что у тысяч мальчишек появился еще один пример, еще один ориентир, к которому они будут стремиться.